Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Позвольте представить мою исследовательскую работу на тему «Как вырастить садовую земляничку из семян». Земляника – моя любимая ягода. Она не только вкусная, но и очень полезная. В ней содержится много витаминов. Дикая земляника растет далеко в лесу, и не каждый раз удается их найти. Исходя из этого, я решила узнать, возможно ли самим вырастить садовую земляничку. Проведя анкетирование в своем классе, я узнала, что большинство детей любят землянику и хотят научиться их сажать. И поэтому я считаю, что моя тема актуальна. Цель – выявить эффективный способ посева семян с максимальной схожестью и получить урожай. Гипотеза. Если я выращу землянику из семян, используя разные способы посева, то выясню, какой из способов наиболее эффективен, и в вырасте смогу получить урожай. Этапы работы. Первое. Сбор информации у специалистов. Второе. Эксперимент посева семян. Третье. Эксперимент высадки в грунт. Четвертый. Эксперимент заготовки семян. И пятый. Эксперимент хранения корешков в зимнее время. С помощью интернета и книг я узнала много интересного о землянике. Земляника – это многолетнее травянистое растение, семейство разноцветных, род земляника. Земляника – это единственная ягода с семенами снаружи. Если посмотреть под микроскоп, то у семечки есть маленький хвостик. Чтобы узнать, как сажать землянику, я сходила к садоводу Евдокии Степановне. Она посоветовала посадить на снегу. Садовод Сергей Кривошапкин дал совет, как хранить кустики зимой. Для посадки семян мне понадобилось 2 коробки с почвой. Одну из них положила снега, а вторую без снега. Посыпала сверху семена, закрыла пищевой пленкой, положила в темное и прохладное место. Через 3 дня вытащила на солнечный свет, наблюдала, ухаживала и проветривала. Через 10 дней появились росточки. Оказывается, семена, которые посадили на снегу, выросли все, а которые без снега выросло совсем мало. Отсюда следует вывод, что лучше сажать на снегу. С помощью снега мы создали для семян искусственную весну. Снег потихоньку растаял, и семена вместе с водой зашли в нужную глубину. Этот метод называется стратификация. Для выявления благоприятных условий я некоторые кустики посадила в теплицу, а некоторые в открытый грунт. В диаграмме мы можем сравнить объем урожая из теплицы и открытого грунта. В теплице я получила мало урожая из-за того, что там было сыро, урожай быстро гнил, не созревая, да и пчелы редко заходили. А вот в открытом грунте я получала каждый день по 200 грамм. Для заготовки семян я собрала у Сергея Кривошапкина клубники сортов Альбион, Портола и Мурана. С помощью иголки выковырила из мякоти семена, высушила, завернула в бумажные пакетики и применила навыки, приобретенные в первом этапе. В диаграмме мы можем сравнить мелкоплодные и крупноплодные садовые земляники. Конечно же, по вкусу и аромату, и размеру плода крупноплодная земляника лучше, но плод долго созревает. А мелкоплодная земляника, она дает регулярный урожай. На днях проверила беззимовку корешков земляники. Они хранились в погребе гаража, где температура минус 2 градусов. Признаки, подтверждающие, что кусты живые, это светлые, не зачерневшие корни. Раньше кусты оставляла на грядке и не выживали. Последний эксперимент моей исследовательской работы удался. За 4 года я накопила знания и умения, как выращивать землянику. Сделала буклет «Садовая земляничка». Вот.
распространилась среди одноклассников и учащихся школы. Каждый год принимаю активное участие в научных конференциях. Смогла заработать на аккумуляторную машину и велосипед. Продала рассаду. И самое главное, то, что получаю урожай, ем в свежем виде, замораживаю на зиму, делаю варенье и полезные вкусняшки. Теперь я знаю, благодаря трудолюбию и упорству, новым знаниям можно достичь поставленной цели. Вырастить садовую земляничку сложно, но возможно. Цель моей работы достигнута, задача выполнена, а гипотеза подтверждена. У меня на этом все. Спасибо за внимание.